Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства, ролик был создан исключительно образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Осетинский историк Цеуциев Артур о создании цепи казачьих станиц на месте ингушских селений и о борьбе ингушей за возвращение территорий. Источник – Осетино-ингушский конфликт 1992 год. Его предыстория и факторы развития. Цеуциев Артур Аркадьевич, Москва, 1998 год. Написано, что еще одним идеологически актуальным сегодня сюжетом является то, что осетины тагаурцы в части приграничной полосы район нынешней Балты, южного пригорода Владикавказа платили в середине 18 века ингушам подати. Это свидетельство, вероятно, или того, что эти земли ранее до 17, начала 18 века принадлежали ингушам или контролировались ими, или же того, что плата была необходима как гарантия безопасности осетинского хозяйствования в этом секторе со стороны соседствующих ингушских обществ. В то время как ингуши в течение 1730-60 годов уже освоили часть плоскости, примыкающей к их ущельям, осетины еще оставались в пределах Нагорной полосы. В 1750-60 годах возникают ингушские аулы Шолхи, Ахки, Юрт у выхода на равнину рек Камбелеевка и Сунжа. К 1770-80 годам сторожевые посты ингушей достигают пункта нынешней Назрани. Более того, набеговые партии самих ингушей проходят в последней четверти 18 века и на левобережье Терека, на равнины, прилегающие к Осетинским горам. В ингушской идеологии этот временный лаг между выходом ингушей на равнину и самостоятельностью этого выхода и инертностью осетин в их контракабардинской миграции описывается явно или неявно в категориях мужества ингушей, которые не боялись селиться на равнине, и трусости осетин, ждавших гарантии безопасности со стороны России. Итак, в течение 1730-1770 годов, то есть к началу второй уже непосредственно колонизационной фазы вхождения в империю, ознаменованной основанием в 1784 году Владикавказа, ареал расселения осетин и ингушей претерпел изменения. Этот территориальный предстартовый сдвиг трансформировал синхронность вхождения осетин и ингушей в империю. Очевидно, что в то время как осетинские общества нуждались в российской протекции для самой возможности переселения на равнину, ингушские общества искали российской протекции для обеспечения безопасности уже существовавших на равнине поселений и возможности основания новых. Это различие в последующем окажет существенное влияние на весь колонизационный процесс в Осетии и Ингушетии. Территориальное резюме к 1784 году таково, что осетино-ингушская межа представляла собой широкую полосу по правобережью Терека от Дарьяльского ущелья до выхода Терека на равнину в районе нынешнего Владикавказа. Эта полоса осваивалась, вероятно, преимущественно ингушским населением. Крайним северным населенным пунктом этой полосы явилась знаменитая Заурова, в 4 верстах от которого была основана Владикавказская крепость. Основанную близ Заурова в 1784 году Владикавказскую крепость пришлось через 2 года срыть в связи с общим осложнением российско-турецких отношений и восстанием в Чечне. В 1802 году Владикавказская крепость возобновляется, теперь уже навсегда. Период 1786-1803 годов в развитии осетино-ингушского приграничья, в том числе и района Заурова, можно охарактеризовать как постепенное усиление ингушской этнической составной в отмеченной выше смешанной полосе, в то время как осетинская миграция по-прежнему незначительна, а после ликвидации крепости в 1786 году часть осетин даже возвратилась в горы, ингушская миграция усилилась, близ бывшей крепости появились новые ингушские аулы, сказывалась непосредственная близость к густонаселенной ингушами Тарской долины, динамическая способность ингушской социальной структуры к рождению новых поселений. Будучи восстановлена к 1803 году, Владикавказская крепость и ее комендант опираются в деле обеспечения безопасности первоначально именно на население близлежащих ингушских аулов. 1830-е годы знаменуют собой начало новой фазы российской колонизации региона. Россия начинает прибегать к коренной русской исторической системе, заселению окраин государства казаками. Казачьи полосы безопасности, блокирующие барьеры проводятся и через территории, населенные к тому времени осетинами и ингушами. Естественно, горское население принуждается к переселению. Россия уже достаточно укоренена здесь, чтобы искать себе слабых региональных союзников или слишком на них опираться. В
полосу выселения 1859-1861 годов попала вся центральная часть Ингушетии, в том числе Тарская долина и верховье Сунжи и Камбелеевки, основаны станицы Тарская, Сунжинская, Камбелеевская с 1867, хутор Тарский, Аки-Юртовская в последующем с 1906, Воронцово-Дашковское, Асинское ущелье основаны станицы Фельдмаршальская, Нестеровская, Голошовская, Датыхская, Алкунская, последние три в 1880-е годы были переселены. Таким образом, в пределы полосы казачьего расселения попали районы Ингушетии, которые были освоены ингушами задолго до колонизации региона. Очевидно, что изъятие земель, с которыми у ингушей был уже связан комплекс исконности, исторической принадлежности, воспринималось значительно болезненнее, чем изъятие земель, обретение которых последовало и было обусловлено санкцией российских властей. Это историко-психологическое различие изъятых земель в Осетии и Ингушетии было сопряжено еще с одним чисто экономическим обстоятельством, резко усиливающим различия в типах казачьего расселения в пределах Осетии и Ингушетии. В то время как казачья полоса протянулась через Владикавказскую равнину, не вторгаясь, как уже сказано, в пределы самоприобретенных осетинами исторических земель относительно узкой линией, оставляющей за осетинами значительные участки предгорной равнины. В Ингушетии казачьи анклавы заняли все предгорные участки и часть Нагорной полосы. Ингушетия была разделена полностью на равнинную и Нагорную части, что серьезно затрудняло функционирование всего хозяйства ингушей. В 1830-х годах ингушские аулы, располагавшиеся к юго-востоку от крепости Тимурков, Тотиков и соседствующие с Осетинской Слободкой, переселяются в район Назрани. Вероятно, тогда же часть земель в междуречии Терека и Камбелеевки, находившихся в пользовании ингушей с 1810 года, власти отводят под казенное пользование владикавказских войсковых команд. Еще один участок границы государственно определен в 1847 году в районе Сунжинского хребта, северо-западные пределы ингушского расселения. На месте аула Батака-Акмурзиева власти расположили православный осетинский аул Владимировский, называемый самими осетинами Батакое-Кау. Катастрофа империи в 1917 году открыла возможности для ревизии того земельно-территориального положения, которое сложилось в регионе еще в 1860-е годы и основной момент которого состоял в отчетливой диспропорции между размером земельного надела, находившегося в распоряжении различных этнических групп. Особенно острыми были земельные противоречия между казаками, с одной стороны, и ингушами и чеченцами, с другой. Коротко, актуальная событийная канва выглядит следующим образом. Лето 1917 года. Обострение положения в Терской области, связанное с возвращением с Кавказского фронта дезорганизованной и деморализованной солдатской массы. 6-7 июля 1917 года. Погромы ингушей во Владикавказе. Основным действующим лицом, в которых выступают солдаты. Август-сентябрь. Вооруженные столкновения между казаками станиц Карабулакская, Троицкая, Слепцовская и ингушскими селами. С 15 сентября до конца года заключено перемирие. Ноябрь 1917 года. После очередного казаче-ингушского инцидента сожжена станица Фельдмаршальская. Январь 1918 года. Новое обострение казаче-ингушских отношений. Фактический захват и ограбление ингушскими отрядами правобережной части Владикавказа. Горская часть Терско-Дагестанского правительства, оказавшегося неспособным предотвратить эти эксцессы, опасаясь казаков и осетин, считавших его проингушским, выезжает из города в Ингушетию и дальше в Дагестан. Образуется Осетино-Казаче-Ингушский фронт. Периодические обострения вдоль всего фронта. Февраль 1918 года. Моздокский казаче-крестьянский съезд, на котором казачьи лидеры, в том числе и осетинского происхождения Бичераховы, Мистулов, Кибиров, пытались объявить войну ингушам и чеченцам и приступить к активным боевым действиям. Решение было предотвращено прибывшей группой социалистов. Март 1918 года. Обострение ситуации в районах осетино-ингушского соприкосновения. Боевые действия между осетинами Ольгинского и ингушами из Базоркина. Погром ингушами Батакаюрта. Апрель-май 1918 года. Съезд Советов Терской области принимает решение о земельном вопросе.
являвшемся основой казаче-ингушского противостояния, предполагается планомерное и согласованное выселение 4 казачьих станиц с бывших ингушских земель Тарской, Сунжинской, Воронцово-Дашковской и Фельдмаршальской. Июнь 1918 года. Очередной казаче-ингушский инцидент нападения ингушей на станицу Тарскую и казаков на аул Бартабос. Август 1918 года. Бичераховское антисоветское восстание. Штурм казачьими и осетинскими отрядами Владикавказа, находившегося с марта под контролем Владсовета, его оборона силами Красной армии, осетинской партии Кермен, частью горожан, значительными силами прибывших из сел ингушей, осада и занятие ингушами казачьих станиц Тарской, Сунжинской и Воронцово-Дашковской, откат казаче-осетинских отрядов от Владикавказа, исход казаков из захваченных станиц, февраль 1919 года, февраль 1920 года, занятие всего региона белыми добровольческой армией. Возвращение в июле 1919 года захваченных станиц казакам, с марта 1920 года. Окончательная советизация Терской области, в процессе которой окончательно выселяется ряд станиц, а их территории передаются ингушскому и чеченскому населению. Необходимы некоторые важные комментарии к материалам ЦУ Циева. Во-первых, все территории, на которых сейчас расположена нынешняя Северная Осетия, являются ингушской территорией, переданной царскими, советскими и российскими властями осетинам в разные периоды истории. Так что, дань осетины платили до самого появления России на данной территории. Точно так же платили ингушам дань чеченцы. Во-вторых, принадлежность территории, на которой был основан и находится сейчас Владикавказ, не может вызывать никаких споров, так как до появления России на Кавказе ингуши контролировали территории не только нынешнего Владикавказа, но и далеко за десятки километров за этим городом. В то время, как и ингуши жили на равнине, основав множество поселений, осетины жили в горах, в которых они были также чужаками, так как Куртатинское, Санибанское и Даргавское ущелья были заселены ингушами, о чем свидетельствует башенная архитектура и исторические материалы и рассказы, в том числе и осетинские. В-третьих, как мы видим, царские власти проводили антиингушскую политику, фактически геноцида. В-четвертых, станица Фельдмаршальская в ноябре 1917 года была сожжена ингушами не просто так. Поводом к уничтожению и последней каплей послужило убийство казаками почетного старика-ингуша, сопровождавшееся глумлением, а также увод Баранты, одного из жителей аула Галашки. В-пятых, что касается казаче-ингушского инцидента в июне 1918 года, сперва было нападение казаков на ингушский аул Бартабос, и только потом ответ от ингушей. Тут ЦУ Циев лукавит. В-шестых, возвращение ингушам их территории и выселение казачьих станиц было жизненной необходимостью. Чужое имущество и добро должно быть неприкосновенно и вернуться к хозяину, даже если это будет через 50 или 100 лет. В-седьмых, невозможно не сказать лишний раз о том, что ЦУ Циев многое умалчивает, местами врет или старается уменьшить значение тех или иных событий и моментов истории.